Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня перед вами выступит директор многопрофильной гимназии имени Александра Пушкина города Тараза Туребекова Жамиля Маулетовна. И тема моего выступления – система развития управленческого персонала современной школы. Еще в древние философы говорили о том, что искусство управления людьми наиболее сложное из всех искусств. Эта истина была всегда права, но настоящую актуальность она приобрела именно сейчас. Управлению нужно учиться точно так же, как экономике или маркетингу. В условиях обновленного содержания образования управление школой в первую очередь это управление инновациями, и в том числе создание условий для непрерывного развития управленческого персонала школы. Каждый директор понимает, что без команды единомышленников, без партнеров, без союзников нельзя решить поставленные задачи. Для этого должна быть единая управленческая команда. Для меня, как для руководителя, близки слова российского педагога, автора теории ТРИС Анатолия Грина. Идеальное управление, когда управления нет, а его функции выполняются. Каждый делает то, что ему необходимо, то, что он должен делать, и делает это, потому что хочет он сам. Хотелось бы остановиться на основных принципах эффективного руководства. В первую очередь это принцип сотрудничества, принцип делегирования функций, принцип принятия коллегиальных решений и принцип поощрения демократии. Хотела бы остановиться на принципе делегирования функций, точнее делегирования полномочий. Действительно, когда тот или иной руководитель или управленец передает своим помощникам те или иные властные полномочия, то он дает почувствовать своим подчиненным себя уверенными, способными. При этом у них поднимается самооценка, и в конечном итоге поднимается и мотивация к работе. При этом парадокс власти гласит: ты больше обретаешь власть, когда ты отдаешь собственную власть. Современный управленец не может не осознавать того, что без постоянной готовности к самообразованию, к саморазвитию невозможно рассчитывать на успех. Важнейшим условием реализации целей развития вообще в целом школы является и изменение управленческого мышления руководителя школы, как менеджера-управленца. При этом он должен помнить о том, что самое главное в его работе – это фокусировать свое внимание на видении будущего развития своей школы. Причем фокусировать внимание не только собственное, но и всего педагогического коллектива. При этом руководитель должен владеть системным мышлением в сочетании с комплексом определенных аналитических навыков и умений. Хотелось бы остановиться на некоторых основных моментах при организации работы управленческой команды. Каждый член управленческой команды должен четко знать и разделять методы работы, систему ценностей, миссию и даже философию школы. При этом хочу сделать акцент не просто знать, но и разделять. Чувствовать ответственность за всю школу. Активно вмешиваться в работу и других участков школы. Так, например, если зауч по учебной работе заметил недостатки какие-либо или недоработки в работе родительского комитета, он не должен думать, что это работа директора. Он должен принять активное участие в реализации поставленных тех или иных задач перед родительским комитетом. Не всегда руководитель может определить состояние управленческой системы. Скажем, знакомо ли вам такое, что поставленные задачи подчиненными не выполняются или не выполняются не в полном объеме? Когда отсутствуют горизонтальные связи между звеньями, когда не у всех сотрудников есть интерес к работе.
когда в коллективе присутствуют постоянные конфликты, и даже у членов администрации отсутствует желание развивать потенциал учителей. Если вы столкнулись хотя бы с одной из перечисленных проблем, то наступило время менять стратегию управления. А как изменить эту стратегию? Исходя из чего ее нужно изменить? В первую очередь, исходя из задач, которые необходимо решить в школе. И во-вторых, исходя из проблем, которые мешают решать эти задачи. Говоря о развитии управленческого персонала школы, нельзя не сказать и о повышении психолого-педагогической и коммуникативной компетентности самих управленцев и сотрудников. Я бы хотела сейчас остановить ваше внимание на формировании навыков бесконфликтного общения. Потому что именно руководителям, именно управленцам приходится сталкиваться с различными субъектами образовательного процесса. Это и учителя, это и родители, это и дети. Поэтому освоение приемов конструктивного решения, решения конфликтных ситуаций, приемов тайм-менеджмента, стресс-менеджмента, управления имиджем, знакомства с искусством убеждения и продуктивного общения – это и есть то, что позволит хорошему управленцу достигнуть единых целей со всеми, как я уже сказала, субъектами образовательного процесса. Второй, можно сказать, пункт или раздел повышения психолого-педагогической коммуникативной компетентности – это развитие умений противостоять профессиональному выгоранию. Не секрет, когда, отработав несколько лет, управленцы, замы приходят к директору в кабинет, а иногда и не несколько лет, и говорят: я устал, я выгорел, я хочу отдохнуть. Оставьте, можно я оставлю свою должность, перейду просто учителем. Хотя, конечно, работа у него ладилась, и он старался, выполнял все необходимое. Но, как мы говорим, произошло профессиональное выгорание. И чтобы этого не происходило, чтобы руководитель не остался без хорошего союзника и хорошего управленческого партнера, необходимо обязательно осваивать методики снятия психологического напряжения. В этом хорошую роль сыграет психологическая служба школы. Существуют различные модели развития и оценки лидерских умений управленческого персонала, их много, но я бы хотела сейчас остановиться именно на базовой четверке эффективного управления. А еще точнее на наборе базовых компетенций управленческого персонала. И первое – это умение эффективно ставить и доносить задачи и цели до подчиненных. Если подчиненный знает задачу, и эта задача смарт, цель, как мы говорим, и он знает пути решения этой задачи, ему знаком механизм решения данной задачи, то он справится с этой задачей, и у него будет большая мотивация к решению этой задачи. Следующий набор умений – это умение координировать и контролировать работу подчиненных в процессе достижения промежуточных целей. Мы с вами знаем, что для достижения итоговой цели, да, как мы говорим, самой конечной цели, необходимо пройти определенные промежуточные цели. И вот задача хорошего управленца, замдиректора или директора – научить своих подчиненных выполнять эти микроцели. Потихонечку, с определенным, значит, запасом творческого потенциала, переходя от одной цели к другой, можно выполнить большую цель. Умение формировать и развивать ответственность у подчиненных за конечный результат – это тоже один из важных базовых компетенций управленческого персонала. Если подчиненный знает о том, что
конечный результат – это и есть та итоговая цель, до которой они идут. И его вклад очень важен для реализации данной конечной цели. Он будет стараться всеми силами выполнить поставленные цели. А также один из важных базовых компетенций – это умение выстраивать доверительные отношения с подчиненными, формировать их лояльность. При этом руководитель не должен ждать доверия со стороны подчиненных. Даже если подчиненный не доверяет, руководитель должен первым сделать шаг вперед. Он должен доверять своему подчиненному. И тогда и подчиненный сможет раскрыться такому руководителю, рассказать о своих надеждах, рассказать о своих планах, потому что он будет видеть поддержку в своем руководителе. Джон Скузи, знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии, как-то сказал о образцовых лидерах. Образцовые лидеры – это те, которые содействуют сотрудничеству, создают атмосферу доверия и способствуют развитию отношений. Наглядным примером показывают своим подчиненным: «Я вам доверяю». Первыми, как я уже сказала, проявляют доверие к своим подчиненным. Делятся своей информацией, делятся своими надеждами, делятся своими проблемами, рассказывают о своих сильных сторонах и даже об ошибках. Если подчиненный видит, что его руководитель доверяет ему и раскрывается в полном, как говорится, объеме, да, рассказывает о себе все, не скрывая даже свои недостатки, то он тоже идет навстречу и тоже будет делиться сам. Потому что он это говорит о высоком доверии со стороны руководителя к нему. И, конечно же, он тоже начнет доверять своему руководителю. Одно из важных моментов образцового лидера – это и, конечно же, когда он проявляет участие к проблемам своего подчиненного. В чем это может выражаться? Хороший руководитель, он слушает и еще раз слушает своих коллег. Я думаю, что если руководитель посидит вместе с своим подчиненным и просто тихо, молча выслушает все, что он ему расскажет, то, что у него наболело на душе, это уже будет говорить о том, что подчиненный раскрылся и доверился ему. И тогда у него возникнет желание помочь своему руководителю, потому что он видит в нем своего партнера. Хороший руководитель ставит свои цели намного ниже, чем цели своей организации. Точнее, цели организации он ставит выше, чем собственные цели. Если подчиненный увидит, что руководитель или какой-либо управленец ставит свои собственные цели выше, чем цели коллектива, то это будет говорить о том, что такой руководитель потеряет доверие. И работа, конечно, не будет идти хорошо. Только в том случае, когда эта цель станет самой важной и самой главной, начиная от низшего персонала школы, заканчивая первым руководителем, только в этом случае эту цель, общую цель, можно будет достигнуть. Хороший руководитель предлагает различные проекты, и не просто предлагает их, он предлагает и пути реализации данных проектов, механизм, точнее, реализации данных проектов. Старается убедиться в том, что его люди не только понимают друг друга, они и взаимосвязаны между собой. Находят способ свести людей лицом к лицу. Если руководитель увидел, что между его подчиненными возникла какая-то конфликтная ситуация, а может быть какое-то непонимание, он не должен делать вид, что он этого не замечает. Надо найти время посадить их, дать им высказаться, найти какие-то точки соприкосновения. И это приведет к тому, что в дальнейшем, конечно же, они станут партнерами, начнут больше доверять друг другу, и мотивация к работе также повысится. Говоря о управленческой структуре,
школы, я бы хотела сказать и об организации рабочего процесса. Вообще организацию рабочего процесса необходимо проводить по принципу: работа должна подчиняться мне, а не наоборот. Вот как раз-таки то, что я уже говорила ранее, педагогическое выгорание, профессиональное выгорание происходит в том случае, когда нарушается данный принцип, когда работа подчиняется, работа не подчиняется, а наоборот человек подчиняется работе. Для того, чтобы жить по такому принципу, необходимо соблюдать определенные правила. Их несколько, но я бы хотела остановиться на правилах начала дня, правила основной части дня и правила окончания дня. С чего надо начинать рабочий день? Конечно же, с хорошего настроения. Начинать работу нужно по возможности в одно и то же время. При этом просмотреть план дня. Ставить в начале первоочередные задачи и решать, конечно, первоочередные задачи. И в обязательном порядке в утреннее время необходимо заниматься наиболее сложными и важнейшими делами. В середине дня надо избегать действий, которые приобретают обратное действие, и избегать незапланированных импульсивных действий. Необходимо заканчивать начатое и контролировать время выполнения тех или иных дел. Заканчивать работу необходимо тоже в одно и то же время, желательно, конечно, и также в хорошем настроении. Проконтролировать результаты своей работы за рабочий день, провести рефлексию своей деятельности. И, я думаю, каждый день должен иметь свою кульминацию. А какую кульминацию вы придумаете для каждого своего дня, я думаю, это вы уже сами продумаете. Говорить о создании управленческой команды и при этом не сказать о мотивации сотрудников и членов управленческой команды, конечно же, сложно. Вообще, хороший лидер должен уметь переключать в людях нужные триггеры. Быть невозмутимым, чтобы вселять уверенность. Скромным, чтобы не возбуждать зависть. И знать свое дело, чтобы восхищать. Мотивационная подпитка позволяет держать в соответствующем тонусе весь трудовой энтузиазм сотрудников и является обязательной составляющей любого успешного управления. Закончить свое выступление я хотела бы словами китайского философа Лао Цзина. «Знающий людей благоразумен, знающий себя просвещен, побеждающий людей силен, побеждающий самого себя могуществен. Кто действует с упорством, обладает волей. Кто не теряет свою природу, долговечен. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен». Спасибо за внимание. А сейчас я хотела бы предложить вам просмотреть видеопрезентацию работы управленческой команды нашей гимназии. До свидания, до новых встреч.